И вместе мы победим. У нас нет другого варианта. Потому что перед нами динозавр. На самом деле. Российская империя. Она может быть в музее, ее можно изучать ее преступления. Одно из них это депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Обратите, кстати, внимание, как они любят совершать преступления на эту кровавую дату. 23 февраля. День Советской армии военно-морского флота, День защитника Отечества. День убийц. Так правильно назвать. Потому что 23 февраля 1944 года депортация чеченцев и ингушей. В ночь на 24 февраля вторжение в Украину и полномасштабная война. Им очень нравится эта дата. Мы сделаем так, что эта дата станет клеймом и последней датой этой империи. Российская империя это динозавр. Место которому нет в современном мире. Это последняя колониальная империя Европы. Да, были времена, сотни лет назад, было много империй колониальных. Так жил мир тогда. Мир изменился. А эта империя, это зло, не изменилось. Она пытается выжить. Но так не может быть. Не может динозавр сегодня спокойно. Знаете, это как мы сейчас выйдем с вами на улицу, тут Крещатик. А по Крещатику идет тираннозавр. Но мы с вами будем в шоке. Но это невозможно. Потому что так не бывает. То же самое здесь. Россия исторически обречена. Нет места колониальным империям больше на карте мира. А значит, все те народы, которые Российскую Федерацию, а это все та же империя, сегодня населяют, имеют право на свободу. Это то, во что мы верим и что обязательно произойдет. И, конечно, чеченский народ первый в этом ряду. Со всем уважением ко всем народам, со всем огромным уважением к ингушам, к калмыкам, к татарам, ко всем национальностям, ко всем народам, которые сегодня колонизированы и порабощены. Но именно чеченский народ на наших с вами глазах показал чудо мужества, героизма, патриотизма, любви к своей земле. Мы сегодня, мы 40-миллионная страна, нас поддерживает весь мир. И нам тяжело против этой империи. Нас поддерживают такие герои и побратимы, как вы, многие другие национальности, белорусы, грузины. Много, но нам тяжело. Честно говоря, я не могу себе представить вот сегодня, когда мы живем эти 2 года полномасштабного вторжения, как небольшая Чечня и небольшой чеченский народ выиграл первую чеченскую войну, и только потому, что Россия смогла собрать силы, собраться, расколоть частично чеченцев, только после этого смогли додавить. Это говорит о том, что стремление к свободе чеченцев невероятное. Я не знаю другого такого примера в современной истории. И только после того, когда убили одного из 5 чеченцев, совершили страшный геноцид. Самый страшный геноцид, ну вот на наших глазах, который происходил, только после этого подавили. Но я уверен и я убежден, что и сегодня в Чечне каждый живет одним – свободой. Свободой, желанием жить свободно на своей земле, желанием жить в независимой Чечне и Ичкерии. И я знаю, этот день придет, потому что сила, которая есть в чеченском народе, невероятная. И эта сила сломает и мангуртов, как Кадыров, и его окружение, этих подонков, так и российские штыки. Мы, украинцы, будем рядом с вами, как сегодня рядом с нами вы, потому что мы, как никто другой на планете, понимаем вас. Мы понимаем, что такое геноциды, мы понимаем, что такое, когда Российская империя тебя душит, уничтожает и пытается убить. Мы будем рядом с вами. Не случайно я имел честь быть автором проекта постановления о признании независимости Чечни и Ичкерии в парламенте Украины. И я счастлив тому, что парламент Украины принял постановление о том, что признать геноцид чеченского народа, признать право чеченцев на свою независимость, признать Чечню оккупированной. И мы на этом не остановились. Вы знаете, буквально несколько дней назад в парламенте мы проголосовали решение по ингушскому народу, который также заслуживает независимость. Проголосовали решение признать геноцидом то, что делали с ингушами в 1944 году и после. Признать те преступления, которые с ними
и признать право индушей на самоопределение. Друзья, я обращаюсь, на нас сегодня много глаз, поверьте мне. Здесь вот зал, и он большой, и вас много. И я вам невероятно благодарен. Здесь много тех людей, которые сегодня вместе со своими побратимами из Збройных сил Украины сражаются. Но я уверяю вас, сегодня на нас смотрят миллионы глаз с Северного Кавказа. Миллионы глаз из той же самой Российской Федерации. Потому что мы для них это надежда. Мы для них это тот маяк, который ярко горит в Украине, в Киеве, в Одессе, где нашим сопротивлением этой империи мы показываем, ее можно и нужно поломать. И мы с вами вместе это обязательно сделаем. Другого варианта у нас с вами нет. И я призываю всех тех, кто нас слышит, присоединяйтесь к этому сопротивлению. Готовьтесь в подполье, готовьтесь на Кавказе. Если вы живете сегодня в Европе, приезжайте в Украину, встаньте рядом с нами в нашей общей борьбе. Вместе мы победим. Слава Украине! Ичкерии маршу!